Ну что, друзья, всех рад приветствовать. Это канал Якутия-24 и передача «Испытано на себе». Сегодня у нас будет тема посвящена велосипедам, потому что на улице весна и, соответственно, можно уже открыть сезон катания по Вилюйскому тракту. Вилюйский тракт — это у нас такая широкая добротная полоса, где есть также и хорошая асфальтированная обочина. И, в общем, излюбленное место не только для велосипедистов, но и в первую очередь, наверное, даже для бегунов. Вот, ситуация такая. Сейчас с одних съемок я приехал на другие. То есть была передача «Утро Якутии». Ведь я еще в одежде, в которой был в студии. Но сейчас, так как я чуть позже приехал, мне нужно... Я обогнал ребят. Ага. Это проезд. Дерзкий такой. Обычно на маленькой машине же останавливался, снимал, потом уезжал. И сейчас мне нужно успеть переодеться. И еще есть небольшой нюанс. Прежде чем тронуться в путь, мой велосипед надо подготовить к этой дороге. Есть небольшое такое, как сказать, провести модернизацию. В общем, обо всем по порядку. Поехали. Так, ну, погода уже радует, нет ветра, чувствуется, что, скорее всего, будет штиль. Для велосипеда это очень достаточно критичный вопрос. Встречный ветер не очень. Вот, поэтому сейчас нужно быстренько переодеться. Опа, все, я готов. Сразу? Как раз ребята подъехали. Нет, я только переодеться успел. Вот, сейчас надо сделать велосипед быстро. Давайте начнем. Значит, этот велосипед, во-первых, у нас спустя год сейчас почувствует асфальт, дорогу, потому что я его как привез с общесибирского велопробега по Горному Алтаю, так он у меня, в принципе, и стоял, не двигался. Я ездил на маленьком велосипеде. Вот. Ну, вот здесь основная проблема в чем? Особенно большой длительный велопробег в течение 4 дней по Горному Алтаю показали, что очень неудобно расположен руль в низком положении. Из-за этого у меня в конце практически очень сильно начали болеть руки. Ну вот, грубо говоря, все мы знаем, что педаль должна быть на вытянутой ноге, вот так вот, да? И, как видите, посадка у меня не очень удобная, потому что весь вес практически переходит на руль, потому что седло выше. Ну, в общем, я заменил руль основной заводской на вот этот, но он особой роли не сыграл. И поэтому сейчас пришло время кардинальных изменений. Приобрел я вот такой вот вынос руля с возможностью регулировать угол. Тут, конечно, возникнет вопрос, что у меня он станет выше, но вот этот угол исчезнет, да, то есть посмотрим. В общем, не будем загадывать, хотя бы что-то нужно сделать, чтобы езда была комфортней. В этом мне поможет мастер Андрей. Андрей, приветствую еще раз. Так, ну, здесь, я думаю, не так все сложно, да, мы откручиваем сам руль и потом снимаем вот эту вот часть, да? Да, кстати, правильно. Если он у нас не подойдет, тогда просто обратно поставим и так поедем. Что же делать, да? Так, а эту откручиваем? Это ослабить это должно, да. Тут крышка, колпачочек. Эту снимаю тоже, да? А, он ничего не играет никакой роли, да? Смотри, что это? Как-то затяжка снизу идет. Система даже другая, нет? Снимаем. И вот эту надо выдернуть теперь. как? Надо болтик обратно и пассатижами попробовать. Серьезно? Да. Почему-то. А эту штуку потом воткнем. Все. Она на распорку здесь колпачок снимет. А вот это то, что... Это уже руль сам. А вилка не будет туда-сюда ходить? Она же... Так, сейчас посмотрим-ка. Ну да. Во, видишь, да? Это же регулировочные эти же. Да. И вот как его избежать? Она должна быть тогда... Ты ее вот так вот поставишь на какую нужно высоту. Ага. И потом что? Но здесь надо чем-то... А я не знаю, как ее ставить.
Тогда тут кольца должны быть еще, да? Ну, кольца упираются вот сюда же, в вынос. Да. А здесь куда будет упираться? А давай мы вот это открутим, вынос поставим, это сюда запихаем, и будет у нас 2 выноса. А, ну да. А, подожди. Да, вынос. Да? Ну, вот эту надо выдернуть все равно сперва. Да, она нам не нужна, как бы, да, в этой части. Ну, О, она собака. нужна. Она как бы подтягивает вынос туда. А, Ну, но мы попробуем и вынос так прижать. и- прижать на этих болтах. Так вот, друзья. Вообще, я хотел в веломастерскую заехать, потому что там все было проще, но не успел. Вчера не успели. Должна выйти, да, или что? Какая-то распорка такая, что Так, как будто... тут тоненькими отвертками, видимо, надо. А может ее туда не вниз А пробивать? потом не вытащишь. Чтобы вы знали, друзья, я крайний раз это делал на салюте. Так, как сделать? Нужно что сделать, думаешь? У любого велосипедиста должен быть хороший набор инструментов. Такой легкий, мобильный, в котором можно найти все, что нужно. И тележку, велик вот сзади. Так, вот эта штука. Бить будем пока вот этим. Смазать надо было, да? Смазка есть. Сейчас. Опа. Все. О, какой интересный. Ой, еще и такой. Такой легкий. Это гоночная версия Ричи. Прокомп. Так, теперь, смотри-ка сначала... старый, да? Так. Выездной мастер по ремонту ваших велосипедов. Обращайтесь. У меня есть старый руль. Можете сейчас эту штуку поставить высокую. Будет один такой руль, а второй низкий. Давай 2 руля. Спортивный. Откручиваешь наоборот. Ой. Так, спасибо. Но это против ветра ехать руль будет. Ну, А сверху комфортно. Я прав? что там такое? Ничего, они запихали. Вот это пробка. Ужас. Это на любую высоту может. Смотрите, как классно. Так. Что-то не влазит. Подержи-ка. Стружка пошла какая-то. Так оставить. Нормально? Или еще? Ты сядь и примерно руки поставь, где руль будет. По приколу? Там в багажнике лежит. Принести? Для бутылок, для держалку, какую-нибудь двойную площадку на 2 бутылки. Например. Так, друзья, ну вообще я... Этот руль тоже легкий, спортивный, Ричи. Но теперь об этом смысла нету, потому что у нас 2 руля. Переключаешь, едешь. Ну, это, конечно, из разряда шуток просто. А так опасно, наверное, да, ездить с 2 рулями? Ну, мешает. Смысла нету.
Сейчас мы это просто время, чтобы не терять, перекинем. Так-то вот этот руль удобен мне чем, что он короткий, узкий. Так, теперь переставляем руль в верхнее положение. Для этого открутим. Но вообще вот как-то я вот на такой высоте ездил. Получается, первый день, второй день вроде нормально. Ну, первый день был еще в основном пешком, там прям по горам лазали. Второй день по трассе. Третий день вот полностью трасса была. И в конце третьего дня у меня начали болеть руки уже. И обратно затянем. А в конце четвертого уже просто невозможно было держать руль. Что в перчатках, что без перчаток. А давай сначала эти закрутим, да, обратно. Попал? Нет? Так, это же У тебя длины тросика не хватает. на что? Да? Надо чуть ослабить, пока вниз опустить. Не, смысл. Не хватает, да? Не хватает. А если эту отрезать? Нет, надо вот эту тогда развернуть к низу. А, Тормозить неудобно будет. А угол вот этот не дает. Пока эту ослабь, давай там отрежем эту. это Ага. Ой. Сейчас, подожди. Никуда не поедем. Покрышку чуть не порвал. Поедешь ты сегодня? Так. походу и не едет пока никуда. Не, сейчас у нас там запасная покрышка есть. Ну, Короче, какой-то Франкенштейн у нас получается пока что. Ну, главное сейчас понять, высота руля вообще играет роль или нет. Насколько комфортнее пойдет. Всегда можно откатиться назад, да? Так, ну, в целом задний тормоз бы чуть подтянуть. Передний вроде нормальный. Пока хватит. Ну, вот высота уже более-менее. Не то, что раньше. Все время садился на этот велосипед, как будто на спортивный, хотя это МТБ. Кросс-кантри. Вот. Осталось нам сделать колеса и все. Так, решили разделить обязанности, да? Наш очень длинный пит-стоп завершается. Сейчас получилось так, что уронил велосипед. Когда поднимал, я не понял, почему заклинил руль. В общем, это вот эта штука нижняя наша очень опасна в плане того, что в резком повороте может закрутить, зацепить проводок, тросик, переключить. Да, он только что зацепило. Да, и поэтому сейчас мы его прицепим стяжками и поедем. Все, велосипед настроен, уже... Сейчас я скажу, сколько мы на это время ушло. Сколько под 9, ну, час у нас ушло на то, чтобы понять, как поставить руль, поменять камеру, накачать покрышки и немножко тут модернизация, видите, это стяжками здесь, для безопасности. В общем, все держится на стяжках. Все. Такой небольшой кронштейн для съемок. И мы готовы. Сегодня в планах дойти до реки Кенкиме и посмотреть на ледовую обстановку. Испытано на себе. Так, ну, что-то вообще вот эти сборы. Нельзя соединять поездку на велосипеде с ребятами, да, в группе с ремонтом велосипеда. Нужно все готовить заранее. Так, ну, с рулем. Сейчас пока рано что-то говорить, но уже чувствуется разница. То есть посадка более удобная, чем раньше. Грубо говоря, раньше я ехал вот так. И
это было не очень. Я вам Пете предлагаю летом до этой тёля ночевкой поехали, как раз кино снимешь. До Татты, получается? Ну, Ну сколько дней? ну, 2 дня. Так, сейчас единственное, о чем я жалею, о том, что я в прошлом году так не сделал. Как-то думал, что если я вот этот руль поменяю на вот этот белый, он с небольшим подъемом, что он решит мою проблему, но, как казалось, надо было выше, где-то, ну так, навскидку, сантиметров 6. Сантиметров 6 я поднял руль. Уже как-то более-менее комфортно ехать. Средняя скорость составила 20,34 километра. Текущий пульс 152 удара в минуту. Так, часы отчитали, что пройдено 5 километров. Средний темп 21 километр в час. Ну, неплохо. Вообще, надо сказать, что если у вас есть велосипед, то в любой удобной ситуации, особенно в наше короткое теплое время, передвигайтесь на нем. Потому что это дает огромный заряд энергии, экономия средств на ГСМ и на проезд на такси. То есть, ну, к примеру, зимой на работу я ездил на велосипеде, на другом, там, 20-дюймовые колеса, складной велосипед, на шипах, с зимней смазкой. Вот, и это, надо сказать, сэкономило хорошую сумму. Так, глядишь, за пару-тройку лет велосипед окупится. Ну, а сейчас переждал сезон такого, ну, когда на велосипеде некомфортно. Есть еще места в городе, где не подсохло. То есть, в целом, Вилюйский тракт отличная альтернатива для передвижения на велосипеде. Вот. Ну, это для себя, да, для здоровья. Движение не такое интенсивное, как в городе. Асфальтовое покрытие хорошее, хорошая обочина. Едешь, никому не мешаешь. Ну и по дороге есть кафе. И, конечно, живописная река Кенкиме. Так, проверка тормозов. О. Так, ну что, 800 метров до кафе. Там сейчас немножко можно отдохнуть. В кафе само не будем заходить. Возможно, на обратном пути будет голодно. Поэтому не будем загадывать. Фура. Да. Ну, кстати, на трассе еще раз я вспомнил, что на этом велосипеде есть зеркала. Очень удобно. Так, в целом, давай, не отставай. Все, устаешь, ничего. Давай, соберись. Соберись, говорю. Давай. Активнее, энергичнее. Не сдавайся. Ну, я шучу. Петя ездит туда-сюда. Так. Красота. После нашей зимы, друзья, вообще выехать на солнышко — это дорогого стоит.
Опа, опа, опа. Ой. Вот раньше был такой стандарт 26 дюймов, да? Это кросс-контрийный велосипед. Потом, я помню, появились какие-то... Их как-то называли еще, я не помню. Гибрид, что ли? Не гибрид. Между шоссейником и кросс-контрийным велосипедом. По-моему, у них было 27,5, если я не ошибаюсь. В общем, в тот промежуток времени, когда я перестал кататься на этом велосипеде, и потом вот активно только в прошлом году я понял, что 26-е колеса ушли в прошлое. Уже никто на них не ездит. Что на велопробеге 26-е колеса были только у меня, и все, по-моему. Так, ну что, вкусно перекусили. Поехали. Следующая остановка Кенкеме. Тренировка возобновлена. Вообще размер колес, конечно, играет, можно сказать, большую роль. Потому что, ну, так, на мой взгляд, я пробовал вот на 29-х колесах ездить. Там сложнее разгоняться, как мне показалось. Но зато потом велосипед лучше держит вот эту скорость. Чем колеса меньше, тем труднее удержать крейсерскую скорость. Я, например, сейчас подул встречный ветер, и мне кажется, что мне чуть труднее удерживать скорость, чем ребятам на 29-х дисках, на 29-х колесах. Да, нужно, конечно, немного привыкать. Да. Особенно в начале сезона непривычно. Да, фура проезжает рядом. Да, конечно, сложно что-то искать, какие-то испытания на такой ровной, прямой дороге. Но, тем не менее, то, что, допустим, лично я испытывал, это такое отвлечение от повседневных дел. Едешь, вокруг лес, почти растаявший снег, солнце светит, несмотря на небольшую облачность, колеса мерно крутятся. В общем, красота. Поэтому, друзья, еще раз призываю, если у вас есть велосипед, или вы откладываете в долгий ящик и думаете, ладно, потом на следующий год, я думаю, нужно взять и сделать. Последний отрезок длиной 5 километров. Средняя скорость составила 19,15 километра. Текущий пульс 131 удар в минуту. Ну и нормально. Хорошо, не 180. 190. Так. Под горочку очень хорошо ехать. Так, чувствую, что Кенкеме уже рядом. Мы приближаемся к финальной точке нашего сегодняшнего маршрута. Так, ну-ка, у нас на реке Кенкеме лед. Еще не тронулся, а снег практически растаял, да? Воды нет. Средняя скорость составила 22,5 километра. Текущий пульс 139 ударов в минуту. Так, ну пульс в районе 140 держится. Это очень хорошо. Ощущения прекрасные.
для открытия сезона вполне себе хорошее состояние. Ой, чуть не рассчитал, чуть в ухо не заехал. Приостановлено. Я удивился, в магазине нашел чипсы протеиновые. Что только не придумать. Скоро торты будут делать эти, да? Неплохо. Попробуй-ка. Протеин вообще для чего? Протеин для мышц. Прикольный вкус. Ну, перекусили, постояли, посмотрели, воды нет. Я думаю, уже, наверное, когда передача выйдет в эфир, уже пойдет вода. Когда подъехали на мост, подул ветер, и интересно, он вроде как будто сбоку. Сейчас, да, ветер дует немножко навстречу. Хотелось бы, чтобы ветра не было. Вот буквально вчера в эфире «Утро Якутии» обсуждали тему туризма внутреннего в республике. И вообще был вопрос про доступность. На самом деле, действительно, есть, конечно, туры, в которые нужно вложить много денежных средств. Это особо удаленные красоты нашего края. Но в целом для получения каких-либо положительных эмоций от путешествий. Вот пример. Конечно, допустим, проехать основной подъем с города, ну и все вот пробки на автомобиле, доехать уже до Вилюйского тракта, можно остановиться на 16 километре или, например, как я, около Стеллы, и сесть на велосипед, прокатиться. Вот чем не туризм, и очень даже доступный. Давай, не уставай, поехали. Что стоим? Я, конечно, шучу. У меня горку я не люблю идти нахрапом. Я переключаю комфортную скорость для меня и потихонечку поднимаюсь. Долго еще? Колени. Мои колени. Я сейчас сдохну. А когда уже все? Спина. Нога болит. Сколько еще осталось? Колени больны. Вообще, допустим, человек, если не ставишь никаких спортивных задач, достижений каких-то мощных результатов по времени и так далее, просто сел на велосипед, поехал в своем темпе. Хуже от этого точно не будет, только лучше. Вот. Ну и в целом вот мой выбор еще 2 года назад пал на городской и складной велосипед. То есть колеса маленькие, 20 дюймов. В сложном состоянии влазит любой багажник любого такси. То есть, если что, можно вызвать и, соответственно, если устал, доехать на такси. А нагрузку, которую получаешь, такая же цикличная кардионагрузка на ноги. И результат, соответственно, такой же положительный. Сейчас вот в такой монотонной, приятной езде я вспомнил один интересный факт. Не знаю, почему нам в школах как-то не доносили до этого, но узнал я его так недавно, по крайней мере, заострил на это внимание. То есть эволюция человечества, почему человек достиг такого развития, стал самым, в первую очередь, стал самым опасным хищником на планете.
Не потому, что он там мог делать какие-то инструменты или коллективно охотиться. Вот. Самое главное преимущество у человека перед любым животным на планете – это умение долго держать хороший темп бега или ходьбы, то есть в преследовании жертвы. Например, возьмем даже гепард, конечно, может развить там километров 60 в час. Медведь может с рывка небольшой промежуток времени, допустим, разогнаться до большой скорости. Там олени, косули, все понятно. Но никто из этих животных не может это делать в течение длительного времени. И вот так вышло, что человек воспользовался этим преимуществом и стал, соответственно, доминировать на планете как хищник. Поэтому сейчас, конечно, мы просто в рутине дней одно и то же делаем. И тоже практически не устаем, да? Вот на этапе развития человечества самый главный толчок был именно в этом. В умении долго держать хороший темп. Расстояние 25 километров. Длительность 1 час. 21 минута. 31 секунда. Последний отрезок длиной 5 километров. Средняя скорость составила 13,9 километра. Может, все в горку. Текущий пульс 151 удар в минуту. Вот и пульс повышается. Тут горочка затяжная, ветерок периодически. Ну и в целом, конечно, для меня как-то самая интересная дорога была это до Магана. Оказывается, когда едешь в Маган, все время потихонечку поднимаешься в горку. И на велосипеде это прям очень сильно ощущается. Зато обратно с Магана летишь как будто на мотоцикле. Вот так. Чуть-чуть осталось подняться. Длительность 2 часа. 17 минут. 18 секунд. Последний отрезок длиной 5 километров. Средняя скорость составила 13,9 километра. Текущий пульс 152 удара в минуту. Ну что, вот такая вот статистика. Потом еще дома более подробно посмотрю. Надо сказать, что открытие велосезона можно считать, да, открытым. Велосезон летний. Вот. Руль себя хорошо показал. Соответственно, если у вас есть возможность, выбирайтесь на природу, катайтесь и гуляйте. Ну и, конечно, смотрите передачу «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Так, ну, а я вижу уже свой автомобиль. Сейчас для меня уже веломаршрут подошел к концу. До новых встреч в эфире. Пока.